Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем изучать раздел «Мой родной край». Сегодня у нас 27-й урок, а тема нашего урока «Прекрасен мир родной природы». Сегодня ты узнаешь, что такое имя существительное и что оно изменяется по числам. А теперь, ребята, смотрим на первое задание. Рассмотри картинку и прочитай слова. Что видит Санат с делтаплана? Озеро, горы, лес, река, пустыня, степь, море. Молодцы, ребята! Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто», «что». Бывает в единственном и множественном числе. Задание второе. Прочитай предложение. Назови знаки препинания. Прекрасен мир родной природы. Прекрасен мир родной природы. Прекрасен мир родной природы. Назовите знаки препинания, ребята. Проверим себя. Значит, первое предложение – восклицательный знак. Второе предложение – вопросительный знак. Третье предложение – точка. Молодцы, ребята! Ребята, теперь смотрим на третье упражнение. Преобразуй существительные единственного числа во множественные и наоборот, а потом запишите в тетрадь. Цветок – цветы. Пустыни будет пустыня. Море будет моря. Четвертое задание. Исследуй. Каких животных и птиц встретил Санат? Прочитай. Почему они занесены в Красную книгу? Розовый фламинго, горный баран, снежный барс, степной сайгак, бурый медведь, красный волк. Знаете ли вы, что красный цвет – сигнал опасности? Он предупреждает людей, растения и животные в беде. Помогите им. Найди в словосочетаниях имена существительные, выпиши в тетрадь, на какой вопрос они отвечают. Спасибо за внимание. До свидания, ребята.